Салароса – одно из аварских равнинных обществ. История микрорегиона на севере Казбековского района. В конце XVI века в засулакской части Дагестана происходили процессы, оказавшие решающее влияние на образование здесь государственности и заселение большей части территории. В 1574 году умирает Шамхал Чупан, и через некоторое время его сыновья от второй жены кабардинки, Султан Махмуд, Нуцал и Ахмадхан, были лишены наследства детьми от первой жены, происходившей из рода кайтакских уцмиев, на основании их неравноправного происхождения. В результате братья вынуждены были поселиться в Гельбахе, старшиной которого являлся влиятельный и богатый авар Бигов. Как полагают исследователи, по-видимому, смелый юноша пришелся по душе местным жителям, и они оказали ему свое покровительство, избрав его к тому же и военным предводителем. Кумыкский автор в XIX веке. Дивлет Мирза Шихалиев пишет, что прибытие Султанмута в урочище Черюрт, которое иначе называлось и теперь называется Кельбах, было эпохой возрождения и заселения кумыкской плоскости, то есть, началом заселения терско-сулакской низменности, почти не имевшей постоянного населения со времен нашествия Тамерлана. Когда Султанмут прибыл в Черюрт, там жили риканинские выходцы, предки нынешних салауздиней, а в вышеупомянутой записке памятная запись на арабском языке, на которую ссылается Д.М. Шихалиев, сказано, что эти выходцы происходили из Анди. Впрочем, и рикани есть очелок андийский. Он же выше пишет, что Султанмут нашел Гельбах, заселенным салатовцами, которые оказали ему поддержку прежде кабардинцев. Шихалиев пишет, первые союзники Султанмута, салатовцы, обитавшие у Саласу и частью в Черюрте, составляли сильный класс в своем племени. С прибытием в Андреев их потомков под именем Сала эти немало не лишились своих преимуществ. Потомки Султанмута осыпали их разными благодеяниями, дарили им земли, невольников, оружие и прочее. В обращении Салауздиня Хаджи Муратова, поданном в сословно-поземельную комиссию, сообщается: предки мои, жившие первоначально в селении Гельбах Хасавюртовского округа, происходящие из почтенных узденей, так называемых Салауздиней, пользовались, и ныне фамилия наша пользуется правами и преимуществами наравне с беками и независимо от последних, не платили ни бекские повинности, ни государственную подать. Султан Махмуд прибыл в Черюрт, где был раньше древний город Агран, и, взяв с собою 3 андийцев, живших там, отправился в Кабарду просить защиты от притеснения братьев. В материалах сословной комиссии в XIX веке имеются очень подробные сведения, проливающие свет как на происхождение Бигова и его потомков, так и на обстоятельства становления сословия Салауздиней. В силу этих обстоятельств, мы цитируем целый отрывок, посвященный данной теме. Салауздини показали, что предок их Беги с родными своими из Андии, поселившись в Салатавии, на реке Саласу, село Салароса, получал с коренных жителей ясак. С течением времени сии последние коренные жители, по преданиям, жители Дылыма, перебили его родственников, а сам он успел скрыться за Сулак с 3 сыновьями, Абдурахманом, Султаном и Камбулатом, и основал аул Гилбах, где к нему присоединились 10 семей, вышедших из гор, и они занялись и прославились наездничеством на Кабарду и соседние места. В это время Султанмут, сын Андия Шамхала Тарковского и кабардинской узденки из фамилии Анзаровых или Азнауровых, скрываясь от своих братьев, не хотевших дать ему часть из отцовского владения, прибыл в Гельбах и по совету Беги отправился вместе с ним и 2 андийцами в Кабарду просить помощи у родственников своих со стороны матери. Переселение родственников аварских правителей, Нуцалчи, из Саламера в Гельбах в XVI веке, вероятно, стало результатом борьбы с укреплявшимися общинами, но сведений об этом пока не имеется, кроме устных преданий. На их основе говорится, что предки Салауздиней перешли из верховьев реки Салаур в ее низовье, район современного села Дылым, а далее в Индирей, Салароса, Салаурт, Кандаураул и другие селения равнинной части Терско-Сулакского междуречья. По крайней мере, к прибытию Султан Махмуда в Гельбах там он застал аварское население, возглавляемое 3 богатыми семействами гумбетовцев. Там Султанмут терпел крайнюю бедность и сам должен был заниматься полевыми работами. Об аварском происхождении Салауздиней говорят и другие источники.
По Н. Семенову, как сказано выше, одно из кумыкских сословий до освобождения крестьян носило название «Сала-Уздень», народ употребляет его и теперь переводимые словами «независимые дворяне». Дворяне эти, Кандауровы, Паштовы, Бама, Таджиевы и Тавлиевы, всеми признаются выходцами из Гумбита или Салатавии, то есть, дагестанцами аварской народности, и эпитет их, Сала, объясняется названием речки Сала-Су, протекающей в последней местности. По преданиям дылымцев, именно на их землях жил хан по имени Сала, которому принадлежали все окружающие территории. Согласно преданиям, предки Сала-Узденей из Нуцабазулроса переселились в местность у устья реки Салаур, на месте современного селения Калининаул, которое старики-авары по традиции называют Салароса, где основали селение Салароса, в некоторых источниках, Салаурт и местность Чурми, выше современного Индирея. Впоследствии жители Чурми и Салароса переселились в Индирей и Дылым. Чеченцы-аккинцы и сейчас называют урочище на восточной стороне села Калининаул Сал-Юртом. По их преданиям, это селение было сожжено, а жители, оставшиеся в живых, разбрелись кто куда, главным образом по соседним селениям. Таким образом, и по аварским, и по чеченским преданиям селение Салароса, вариант названия Салаурт, было расположено на окраине современного Калининаула еще до прибытия сюда аккинцев, которые были поселены здесь аварским нуцалом после постепенной миграции авар в Индирии и равнинные селения, об этом ниже. Общине села Салароса принадлежали земли современных селений Калининаул, Ленинаул, Новокули и Чапаева. Салароса упоминается и в русских архивных источниках в связи с событиями XVII веке. Сюда возвращается в 1614 году. Султан Махмуд после отказа принятия у него аманата русской администрации Терского города на основании того, что он безюртный человек, то есть человек, не имевший постоянной резиденции или населенного пункта, где бы он жил на постоянной основе. Е.Н. Кушева, авторитетный исследователь русских архивных источников по Северному Кавказу, дает следующее определение населенному пункту Салароса, Сала-Юрт, одно из аварских равнинных обществ, соседних с аккинцами. Входило в состав владения Салтан Магмута Мурзы. О заселении местности, где сейчас расположено село Калининаул, аварами Саламера, говорят и русские авторы середины XIX века. Несколько семей салатовцев спустились к ущелью Акташа и поселились на правом берегу его при впадении в Акташ потока Сала-Су. Эти же сведения сообщает кумыкский автор XIX века. Дивлет Мирза-Шихалиев, Сала или салатовцы, предки нынешних кумыкских Сала-Узденей, вышедшие из находящейся за Гумбитовским хребтом деревни Рикани, жили на речке Саласу, впадающей в Акташ. Здесь мы должны подчеркнуть разницу между Салароса и местностью, сейчас известной как Салаор. Салароса, как указано в выше приведенном документе, было расположено на правом берегу Акташа при впадении в него реки Салаор. На этом же месте сейчас располагается Калининаул, а как видно из прилагаемых выше сведений, ранее располагалось аварское селение Салароса. Салаурт же – это местность на левом берегу реки Салаур, напротив Калининаула и ниже современного Дылыма. Салаурт, по местным преданиям, являлся кутаном, временным поселением аваров, Сала, а Салароса – постоянным, то есть стационарным, довольно крупным поселением. Не менее вероятно, что селение было расположено по обе стороны речки Ахдач, Акташ. Также необходимо указать, что на южной стороне Калининаула расположено пастбище, которое аккинцы называют Сала-Скаркажа, то есть поляна Сала-Аскара, а авары – Сала-Аскарилтала. В данном случае название следует понимать как поляна, предназначенная для дружины Аскар, Нуцалчесала. Говоря о времени заселения этой местности аварами, указывается, что это произошло немного раньше первой половины XVI века, то есть, вероятно, в XV веке, причем оговаривается, что эти авары были вынуждены уйти в горы в связи со свирепыми набегами татар, то есть монголов и далее Тимура в самом конце XIV века, после чего уже в XV веке они стали возвращаться на места своего прежнего проживания. Российские архивные данные XIX века, основанные на опросе представителей Сала-Узденей, свидетельствуют, Сала-Уздени показали, что предок их беги с родными своими из Андии, поселившись в Салатавии, на реке Сала-Су, получал с коренных жителей ясак.
С течением времени сии последние перебили его родственников, а сам он успел скрыться за Сулак с 3 сыновьями Абдурахманом, Султаном и Камбулатом, и основал аул Гельбах, где к нему присоединились 10 семей, вышедших из городских. Сведение это сообщено отставным подпоручиком кабардинского полка Махти Кандауровым. Это свидетельство о том, что коренные жители то, есть, саламерские аварцы перебили, нуцалчи, родственников предков Салауздиней, стыкуется с приведенным выше преданием аккинцев, живущих в Калининоуле, о том, что селение Салараса было сожжено, а его жители переселились на равнину. Произошло это, видимо, в середине или конце 17 веке, поскольку в 1614 году Салараса упоминается в русских источниках как аварское селение, где временно жил султан Махмуд. Значительно позднее сюда начали переселяться представители аккинцев. Чеченец, офицер русской армии в XIX веке. У. Лаудаев пишет, фамилии, образовавшие чеченское племя и происшедшие из различных элементов, находились в неприязненных одна к другой отношениях, они взаимно грабили друг друга. Более других терпела акинская фамилия Акка. Вследствие этого половина этой фамилии уходит под покровительство аварского хана, Ваух, и получает название ауховцев, сами же для себя эти фамилии удержали название прародительской фамилии Акки, то, есть, выходцы из Акки. Чеченцы тоже называли их этим именем, когда же ауховцы приняли магометанство, а первобытная акинская фамилия оставалась еще в язычестве, то для религиозных отличий этой фамилии чеченцы называли первобытную акинскую фамилию Киристан-Акки, то есть, христианские акицы, в отличие от ауховцев, принявших ислам. Аккинцы переселились в долину Акташа позднее, нежели заселили низовья рек Ямансу и Ерыксу. Гусейнов обосновывает точку зрения, согласно которой поселение здесь аккинцев имело место между 1781 и 1797 годов. Видимо, в конце XVIII веке, часть аккинцев переселилась и на Акташ-Ахдач. Как показывают вышеприведенные источники, на месте полузаброшенного аварского селения Салараса образовалась чеченская, акинская, Юртаух. Таким образом, целый ряд источников в 17-19 веке свидетельствует, что в 15-17 веке на месте современного Калининаула располагалось аварское селение Салараса. После того, как авары переселились в Гилбах и Индири, Салараса заселили по приглашению аварских нуцалов аккинцы, жившие на тот момент в долине реки Мичик, на территории современного Гудермесского района. Несмотря на это, и сейчас среди аккинцев Калининаула имеются родственные группы, называемые «сули» и считающиеся потомками аваров. Являются ли они остатками былого аварского населения или нет, установить сложно.